Здравствуйте! Я рада приветствовать вас в мастерской совместного творчества по созданию дизайнерской футболки с использованием национального орнамента, флоры и фауны Забайкальского края, а также достопримечательностей нашего поселка Агинское. Для того, чтобы сделать вот такую вот красивую роспись на футболке, нам понадобится акриловая краска. Чем больше оттенков, тем, конечно, лучше, но акриловая краска должна быть указана, что это по ткани. Акриловая флуоресцентная краска тоже по ткани, контурные карандаши тоже для ткани или же универсальные, палитра, зажимы, бумага для закрепления трафарета, кисти. Кисти в основном щетина, они более удобные, и тоненькая кисточка для корректировки мелких деталей. И самое основное, самое важное, это, конечно же, шаблоны, трафареты. Трафаретами, конечно, намного лучше, удобнее и легче делать рисунок на ткани. Сначала я, распечатываем этот орнамент, затем, вы видите, мы вырезаем. Прежде чем вырезать, мы обклеиваем вот этот орнамент с обоих сторон скотчем, и затем лезвием или же острым языком мы вырезаем орнамент. Также распечатываем, как вы видите, здесь у нас достопримечательности нашего поселка Агинское, памятник Оржи Гаспарова, конный памятник. Вырезаю аккуратненько лезвием, и получается у меня шаблон или же вот такой вот трафарет. Далее мы берем футболку. Футболку нужно обязательно отстирать, чтобы не было никаких покрытий, которые препятствуют покрытию краской. Вы видите, вот моя палитра. Я надела на целлофан и откладываю, чтобы краска у нас не пропиталась, не испачкала спину, да? Так, затем зажимы. Зажимы зависят, конечно же, от материала. Как мы будем зажимать, чтобы она у нас не отскакивала при штамповке. Зажимаем. Так, вот у нас область, где мы будем наносить наш орнамент, наш принт. Конечно же, все зависит от композиции. Слишком низко тоже не надо располагать, слишком высоко тоже, возле шеи тоже будет неудобно. Поэтому сначала мы берем по центру, центр определяет, конечно, по шву, вот центр. Да? Здесь, конечно же, надо точно определить центр, чтобы не смотрелась криво. Закрепляем таким способом наш трафарет к основе. Закрепляем наш трафарет к основе. И равномерно краску распределяем.
и наносим белую краску. Белая краска у нас является основой, то есть называем грунтовкой, да? В живописи мы называем грунтовка, а в росписи ткани мы наносим основу. Обычно белую краску на ткани наносим 4 или 5 слоев. Если 4 слоя наносим, то роспись, рисунок будет очень мягким и резиновым. А если 6, то, конечно же, будет тверже. Работаем такой липкой, что я равномерно распределяю. Второй раз по нанесенному слою желательно не работать, потому что краска предыдущая просто-напросто оттирается. Значит, мы подождали минут 10, краска закрепилась, и мы снимаем трафарет. Снимаем трафарет и продолжаем. Значит, как вы видите, здесь у нас конная скульптура Ужгородского. Нанесли основу, она у нас должна высохнуть, тоже подождем минут 10 и снимем. Футболка наша с основой должна спокойно в течение 24 часов высохнуть. Потом по высохшей основе мы продолжим работу уже в цвете. Некоторое закрепилось, и я снимаю. Ну, основной рисунок у нас получился, по этому рисунку мы можем дальше через 24 часа продолжить наш рисунок. Наша основа высохла. Для начала нам нужно уточнить контур рисунка. Так как у нас контур лошади сложный, мы можем использовать шаблон и обвести контуром наш рисунок, для того, чтобы нам удобно было работать, заполнять этот контур, силуэтный рисунок в цвете. В некоторых местах хорошо контур прослеживается, а в некоторых местах она исчезает, поэтому мы уточняем контур. Так, вот уточнили, вырисовывается у нас контур. И мы можем начинать уже расписывать наш рисунок в цвете. Для этого, так как у нас футболка фон красного цвета, мы использовали теплые оттенки, как вы видите, оранжевый, желтый, красный.
Вот зеленую краску мы используем для того, чтобы создать красивый коричневый цвет. И дополнительные оживляющие, можно сказать, оттенки. Это розовый и светлый красный цвет, да, поверх красного цвета. Ну и также, конечно же, белая краска для смешивания цветов. Вот я уже размешала краски, коричневый цвет. Коричневый цвет, сочный, насыщенный цвет получается с помощью красного цвета и зеленого. Но в палитре может быть красный, есть коричневый цвет, но он немножко тусклый. Поэтому мы размешиваем, чтобы получить сочный коричневый цвет, зеленый и красный цвет. Очень аккуратно, если мы капнем на футболку, то считать все уже, мы ее не отмоем. Поэтому надо очень аккуратно. С переходами. Ну, давайте сначала распишем орнамент. Для этого используем желтые оттенки, яркие насыщенные оттенки. Теперь мы используем красно-коричневую краску совместно с красным и с темно-красным, желтый, как зарево, также второй слой — это работа в цвете. И третий слой можно завершить работу поверхностной оттенкой. Где-то оживить, где-то подчеркнуть, где-то, если какие-то неровности есть, которые бросаются в глаза, можно доработать.